Утро на телеканале «Россия» продолжает «Вести Чувашия», в студии Екатерина Данилова. Здравствуйте, на календаре вторник, 21 июня. Семьям с детьми в возрасте от 8 до 17 лет региональное отделение Пенсионного фонда в качестве выплат перечислило уже 600 миллионов рублей. Такую цифру руководитель Чувашского отделения ПФР озвучил на заседании в Доме правительства. Напомню, всего на президентские деньги в регионе претендуют 54 тысячи детей. На сегодня выплата одобрена почти 36 тысячам детей из 25 тысяч семей региона с невысокими доходами. Также с 1 июня на 10% проиндексирована пенсия неработающим пенсионерам. Для почти 270 тысяч жителей Чувашии, находящихся на заслуженном отдыхе, прибавка в рублевом эквиваленте составит 1687 рублей. Таким образом, средний размер страховой пенсии в регионе 18 663 рубля. Также с начала этого месяца на 10% подросли минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума. К другим темам: попробовать чувашский квас, выпечку, поучаствовать в народных забавах, послушать звонкие голоса артистов и пуститься с ними в пляс. В городе Всеволожске Ленинградской области прошел традиционный национальный праздник чувашского народа Акатуй. Народные инструменты и песни звучали в парке «Песчанка» с самого утра. Именно эту площадку выбрали для проведения праздника. Играли не только барабаны, тамбурины, с ними в один такт звенели и традиционные чувашские украшения – манисты и монетки на хушпу. Зрителей в парке собралось много, праздник никого не оставил равнодушным. Поражает разнообразие костюмов, которые сегодня здесь представлены. Что самое удивляет, как женщина может носить на себе такое количество изделий. Тяжело. Вот я спрашиваю, тяжело, не тяжело. Говорит, да, тяжеловато, весомо, но так красиво. Это все мое. Да, все именно тепло становится, все родное. Вышитая карта России произвела настоящий фурор на Петербургском международном экономическом форуме. Об этом заявил глава Чувашии, подводя итоги поездки нашей делегации. Вышитая карта России, которая была представлена Чувашской республикой, она здесь имела огромный успех, привлекала внимание, являлась зоной для фотосессий. И это, конечно же, нас не может не радовать, а еще более нас вдохновляет на новые идеи. Сегодня в Чебоксарах пройдет полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». 133 конкурсанта из разных уголков страны представят свои стартап-проекты в сфере туризма. Лучшие из лучших получат путевку на гранд-финал. Победителя ждет главный приз – финансовая поддержка представленного проекта. 5 номинаций создано. Каждая номинация закреплена за своим заказчиком, то есть это какая-то компания, инвесторы, которые готовы вкладывать в эти проекты. Каждый заказчик номинации, он полностью финансово обеспечивает реализацию проекта, организационно, административно. В общем, всячески помогает сделать так, чтобы у участника проект был реализован при компании, которая непосредственно заказала номинацию. Таковы вести к этому часу. Желаю вам хорошего дня. Оставайтесь на телеканале «Россия».